Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. Вы знаете, что с прошлой недели мы запустили специальный проект «Лав о главном», где обсуждаем с людьми, которые имеют экспертное мнение о происходящих событиях в стране и в автономии по политическим и социально-экономическим вопросам. И сегодня гость нашей студии, доктор права, председатель общественной организации «Альтернатива и выбор для Гагаузии» Игорь Янак. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Рад, что вы у нас в студии. Спасибо за приглашение. Наш проект такой, дать какой-то анализ тех событий, которые произошли за неделю в стране или в автономии, которые могут иметь определенные социально-политические, экономические последствия для жителей страны и жителей автономии. И минувшая неделя для Гагаузии тоже была достаточно бурной в политическом плане в силу ряда событий, потому что исполком на своем заседании дал положительное заключение на инициативу Тарнавского и Железогла, депутатов Народного собрания, о том, что выборы в Народное собрание должны быть назначены на дату 16 ноября. Также мы знаем, что был назначен новый глава Бюро государственной канцелярии в Гагаузии Сергей Чернев, который был на днях в эфире одной из наших программ. И, в общем-то, наша аудитория могла услышать его первые заявления о том, чем он намерен заниматься в этой должности. И также на этой неделе Гагаузская народная партия, которая была учреждена в Гагаузии, буквально во вторник подала свои документы для получения регистрации. Поэтому достаточно много событий за минувшую неделю в автономии после таких зимнего затишья. Ну и, конечно, очень много есть вопросов к ряду моментов, которые были. Поэтому давайте сегодня попробуем, во всяком случае, разобраться, к чему могут привести те или иные решения. И предлагаю начать с вопроса о дате выборов в Народное собрание, потому что к нему тоже есть, к этой дате есть неоднозначное отношение, как со стороны ряда депутатов. В общем-то, есть много вопросов, потому что мы знаем, что в сентябре уже было анонсировано, что пройдут и выборы в парламент. И, в общем-то, и Илон Шор никуда не делся, его влияние на те или иные политические партии сегодня тоже очевидно. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет от заседания исполнительного комитета, где, в общем-то, обсуждался законопроект Михаила Железогла и Александра Тарнавского о назначении даты выборов, потому что исполнительный комитет дал положительное заключение, хотя Николай Горман же, который присутствовал на заседании, был не совсем согласен и доволен с тем, что исполнительный комитет вообще рассматривает и дает заключение на эту законодательную инициативу. Давайте посмотрим сюжет заседания исполнительного комитета. В адрес исполнительного комитета поступило в порядке законодательной инициативы от депутатов Народного собрания Гагаузии Железогла и Тарнавского проект постановления о назначении даты выборов в Народное собрание Гагаузии. Ознакомившись с предложенным проектом постановления и пояснительной запиской, считаем, что он может быть поддержан, поскольку соответствует действующему законодательству. Так, проектом постановления авторы предлагают назначить выборы в Народное собрание Гагаузии 16 ноября 2025 года. Мы ни в коем случае не лезем в компетенцию Народного собрания, то есть прерогатива назначения даты выборов это однозначно остается и должно быть у Народного собрания. Мы даем заключение или даем свое мнение в виде заключения, основываясь, как вы указали, на 4 закона наших гагаузских и в том числе и республиканских, да, то есть на уложение Гагаузии, на закон о особом правовом статусе, о регламенте Народного собрания, об избирательном кодексе, и на основании этих на основании этих законов было представлены эти аргументы в заключении. Мы обязаны давать заключение, мы этот вопрос тоже рассматривали вместе с юристами, и они и аргументировали, и настояли на том, что мы должны давать заключение или ваше предложение, но оно не должно быть принято как заключение для Народного собрания. Народное собрание само утверждает эти постановления и подготовит постановление назначить дату выборов.
вы дайте инициатору, кто интересуется правильно, юридически, когда инициатору данного постановления, но не Народному собранию. Хорошо. Если имеет значение адресата, мы однозначно ответим инициаторам данного проекта постановления, и это заключение, оно будет у нас принято, да, если коллеги проголосуют, и будет направлено самим инициаторам, это однозначно. Но также хочу сказать, что этот документ имеет, или все документы постановлений исполнительного комитета имеют общедоступный общий доступ, и в том числе он и на сайтах будет выложен и так далее, как и все остальные постановления. Николай Николаевич, хотел спросить, а что вы так занервничали? Я? Да. Ну, Иван Николаевич сказал, что прерогатива Народного собрания, поэтому Абсолютно это ваше такое. право. Поэтому это ваше право. Ничего более того, только дали заключение на это. И исполнительный комитет не лезет в полномочия и функциональные обязанности Народного собрания. Да. Если был бы закон, я бы не спорил, но постановление Народного собрания давать заключение. Но бывает же и Народное собрание, есть компетенция Народного собрания. Бывает и не по закону. Бывает такое. А мы всего лишь констатируем. Начальника управления юстиции по с юридической точки зрения дальше заключение на постановление Народного собрания. Николай Николаевич, исполком дает рекомендательные заключения, они не являются обязательными. Мы тоже, Управление юстиции Гагаузии тоже дало положительное заключение. Нам оно было адресовано председателем Народного собрания. Это рекомендательный характер, не обязательный к исполнению. А то, Николай Николаевич, вы так заерзали, занервничали. Абсолютно. Я переживаю за вас. Спасибо. Вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале «Лав.МД», и сейчас был вашему вниманию небольшой эпизод того, как в исполкоме обсуждали законопроект или инициативу Александра Тарнавского и Железогу о назначении даты выборов. Напомню, что у нас в студии находится доктор права, председатель общественной ассоциации «Выбор и альтернатива для Гагаузии» Игорь Янак. Игорь Владимирович, вот так проходило обсуждение заключения, которое дал исполком, и, в общем-то, мы понимаем с вами, в чем ситуация, потому что речь идет о дате выборов в Народное собрание. И как стало ясно, исполком, в общем-то, одобрил инициативу Тарнавского, хотя, несмотря на то, что Александр Тарнавский, депутат, который дважды был снят с должности, несмотря на решение суда с зама председателя, и это делало большинство, и не без участия, конечно, интересов Шора. С юридической точки зрения, потому что есть все-таки другая точка зрения, которую, в принципе, пытался озвучить Николай Ормаш на заседании. Он делал акценты на то, что исполнительная власть не имеет права давать заключение на проекты постановлений, но ранее Георгий Ильич, первый заместитель председателя Народного собрания, в одной из наших программ говорил о том, что нет однозначного точки зрения о том, как и когда должна быть назначена дата выборов, и ссылался на то, что нет в законодательстве четкого понятия о том, по окончании учредительной сессии или с даты начала учредительной сессии. Если следовать той логике, которую высказали авторы инициативы и которых поддержал исполком, то они ссылаются на избирательный кодекс, где говорится о том, что 12 ноября началась учредительная сессия, то есть все депутаты приняли присягу, и в том числе были признаны их мандаты. И, соответственно, первое воскресенье после учредительной сессии это 16 ноября. По логике Георгия Ильича это может быть окончание, то есть с момента избрания Дмитрия Константинова председателем и закрытия учредительной сессии. Вот на ваш взгляд, где здесь золотая середина и есть ли четкое понимание того, когда должна быть дата выборов? Потому что изменения, которые говорят о том, что после первого воскресенья после учредительной сессии, эта норма стала императивной после введения поправок в регламент Народного собрания и в избирательный кодекс автономии. Кто здесь прав и можно ли трактовать? Или это все-таки императивная норма? Спасибо за вопрос. Конечно же, то, что существует плюрализм мнений, это нормальное явление в любом нормальном демократическом государстве. Принцип плюрализма мнений является важным принципом. Но
Мы здесь должны говорить с точки зрения закона, как должно быть на самом деле. Есть императивная норма о том, что срок полномочий депутатов Народного собрания Гагаузии составляет 4 года. Не 4 года, 2 месяца или 4 года, там 3 месяца, а ровно 4 года. И когда устанавливали дату выборов на 16 ноября, наверное, исходили в первую очередь из той императивной нормы, что срок полномочий Народного собрания составляет 4 года. Потому что, как показывает практика, депутаты Народного собрания Гагаузии имеют привычку продлевать срок полномочий без соответствующих законных оснований. В законе есть соответствующие предписания, которые позволяют продлить срок полномочий, но это в случае войны, катастрофы, чрезвычайного положения и так далее. Но то, что вовремя не смогли закрыть учредительное заседание и вовремя не смогли избрать председателя Народного собрания, в законе нет такого основания для продления срока полномочий. Дело в том, что вот эта игра слов, которая имеет место, скорее всего, имеет место, исходя из политической целесообразности. А вот что касается самого закона, в законе конкретно говорится о том, что срок полномочий составляет 4 года, и тем более депутаты согласились, что по истечении 4 лет, да, на следующее воскресенье организовываются и проводятся выборы. Это в целях исключения определенного злоупотребления. Поэтому я считаю, что та инициатива, которая исходит от депутатов Александра Григорьевича Тарнавского и Михаила Николаевича Железоглу, эта инициатива соответствует требованиям уложения, соответствует требованиям закона. И депутаты, конечно же, будут обсуждать, будут утверждать большинством голосов. Но мне бы очень хотелось, чтобы акцентировали внимание не только на учредительное заседание, но и акцентировали внимание на вот эти императивные нормы, там, что касается 4-летнего срока и что касается конкретных положений, когда конкретно назначаются выборы. Игорь Владимирович, но здесь вскрываются другие подводные течения, например, потому что и Александр Тарнавский, и Михаил Железоглу — это депутаты, которые всегда резко критикуют исполнительную власть, и в том числе большинство в Народном собрании, которые поддерживают нынешний исполком, а к нему было и есть много вопросов, потому что в первую очередь его представлял Илон Шор, который осужден в Республике Молдова. Ну и в общем-то мы все знаем, что и нынешний исполком, по сути, как бы, ну, пусть меня простят за такую фразу, немного в ручном управлении от Илона Шора находится, и поэтому здесь возникает вопрос, в чем же выгода, то есть исполком впервые там решил, что нужно давать заключение, руководствуясь законом, а не политической целесообразностью, или все-таки, на ваш взгляд, в этом в том числе совпали, например, соблюдение законодательства и политические интересы исполнительной власти и, в частности, Илона Шора? Понятное дело, что выборы в Народное собрание – это политический процесс. Понятное дело, что там есть политический интерес. И понятное дело, что определенные политические силы, определенные политические группировки уже выработали соответствующие избирательные технологии, и не исключено, что хотят отработать, да? Потому что с точки зрения избирательных технологий имеет значение и время года, имеет значение и день, имеет значение и погода и так далее. Я не исключаю, что дату выборов, допустим, одобрили те же самые представители соответствующих политических группировок, исходя из соображений там, с точки зрения политических технологий, избирательных технологий. Но если говорить о законности, да, соответствующего предложения, на самом деле по закону, выборы должны быть назначены на 16 ноября. Но вот что касается самого постановления Народного собрания об утверждении даты, скорее всего, там будет проявляться в большей степени политическая воля. И ясное дело, что вот, что касается борьбы за власть, там будут использоваться разные вариации и будут использоваться разные мнения. Самое главное, чтобы это было выгодно определенным группам. Никто не исключает, что в том же самом Народном собрании есть определенные группировки, да, и никто не исключает тот вариант, что кому-то выгодно осенью, кому-то выгодно весной там проводить соответствующие выборы. Но еще раз повторюсь, те же самые депутаты, которые выступили с этой инициативой, они выступили именно с точки зрения закона, как должно быть.
А вот какое решение будет, это, скорее всего, будет исходя из политических определенных соображений, интересов, выгод. и так Ну, далее. судя по тому, ту позицию, которую озвучил Николай Ормажи, то у них все-таки существует другая точка зрения. Я имею в виду Дмитрия Константинова и Президиума, и большинство, которое было. Но в то же время возникает много вопросов, потому что мы видим попытки со стороны большинства, которое есть сейчас в Народном собрании, изменить закон об исполнительном комитете, хотя они тоже действуют, казалось бы, в рамках закона, потому что все те изменения, я знаю, что вы были на публичных слушаниях, после того уже, как исполком дал отрицательное заключение на этот законопроект, но эти изменения были предложены в связи с изменениями вложения. И, в общем-то, они вытекают из тех поправок, которые были в вложении. То есть, по сути, депутаты не предложили ничего нового. Но в этом случае исполком, например, не пошел по букве законов, а все-таки больше пошел по политическим соображениям, потому что эти поправки должны были поставить под больший контроль структуры исполнительной власти. На ваш взгляд, не говорит ли это о том, что есть большие разногласия между большинством в Народном собрании, которое уже получается под большим вопросом, и исполнительной властью, или между Константиновым и Шором? Конечно же, если оценить в целом ситуацию, которая сложилась в последнее время, то, что исполнительный комитет выступает всегда против определенных инициатив со стороны Народного собрания, так скажем, в целом, или руководства Народного собрания в целом, можно говорить о том, что да, в действительности есть определенные разногласия. И я не исключаю, что это в целях заполучения, вот эти все действия, в целях заполучения, так скажем, полной власти делаются. Никому не секрет, что и в Народном собрании есть группа людей, которые хотят заполучить полную власть. Никому не секрет, что и исполком, который, как вы уже подметили, является структурным подразделением определенной партии, тоже хочет заполучить полностью власть. И я не исключаю тот факт, что кто-то имеет уже определенные рычаги, управления, давления и так далее, в исполнительном комитете и хочет заполучить те же самые рычаги давления и влияния в Народном собрании Гагаузии. Но сегодня очевидно, что в исполкоме, в Народном собрании, простите, у Шора нет большинства, условно говоря. То есть оно было таким ситуативным, и, в общем-то, мы понимаем, что поддержка большинства, допустим, даже утверждение исполкома, отсутствие каких-либо вопросов к исполнительной власти по их работе, это был результат каких-то договоренностей, возможно, может быть, даже встречи в верхах, извините за такую фразу, в Тель-Авиве между председателем Народного собрания и Илоном Шором. И может быть, что дата 16 ноября не вызывает у Шора смущения, потому что он хочет получить наконец свое большинство в Народном собрании при нынешней ситуации, которую они смогли организовать и сделать в Гагаузии. Давайте вспомним выборы в Народном собрании, вспомним выборы президента и помним, каково было влияние Шора на все эти процессы. Виталий, определимся так. Финансировать определенные проекты до осени – это один момент, или профинансировать определенные проекты до весны 2026 года – это другой момент. То есть не исключено, что для определенной группировки это дорогостоящий проект, и в целях экономии определенных финансовых ресурсов хотят побыстрее организовать соответствующие выборы в Народное собрание. Это не то, что там выгодно с точки зрения закона, не то, что выгодно, допустим, исходя из, допустим, там политической целесообразности. Я так полагаю, что хотят побыстрее организовать выборы, потому что это очень затратно, допустим, финансировать тех же самых избирателей. Никому не секрет, что просто так российские рубли никто не раздает. И ясное дело, что вот эта электоральная, так скажем, коррупция будет использоваться и на выборах в Народном собрании Гагаузии. И по моему мнению, здесь соответствующие группировки не рассуждают с точки зрения законности и политической целесообразности, а именно с точки зрения, так скажем, определенной финансовой выгоды, затратности и тому подобное. Я так думаю. Кроме того, что касается организации проведения выборов Народного собрания Гагаузии, я не исключаю, что кто-то связывает эти выборы и с выборами
в парламент Республики Молдова, потому что этот год выборный год, будут проводиться выборы и на республиканском уровне, и на местном уровне. И, конечно же, не исключен тот вариант, что будут использоваться определенные административные ресурсы, которые могут быть заполучены, естественно, на выборах в парламент Республики Молдова. Исходя из этих соображений, кто-то, скорее всего, посчитал, что будет более выгодно и с финансовой точки зрения, и с точки зрения использования определенных избирательных, так скажем, административных ресурсов, с точки зрения определенных избирательных технологий, будет выгодно организация проведения выборов в Народное собрание именно осенью. Я не исключаю тот факт, что те же самые депутаты, группа депутатов, которые не хотят, чтобы выборы проводились осенью, я не исключаю, что они не, так скажем, не хотят, чтобы выборы проводились осенью, потому что у них нет возможности ни в финансовом плане, ни в плане использования тех же самых административных ресурсов. Поэтому хотят, чтобы эти выборы прошли. После этого уже, естественно, может, будут новые настроения, новые какие-то цели и так далее. Но все равно это прерогатива Народного собрания Гагаузии, и все будет зависеть от большинства депутатов Народного собрания. Игорь, но мы имеем еще одну проблему, потому что по инициативе Константинова в прошлом году был расформирован постоянно действующий ЦИК Гагаузии, который, в принципе, организует избирательные циклы на территории автономии. Это выборы в Народное собрание и выборы главы автономии в первую очередь, да, потому что остальные все выборы все-таки там они администрируются Республиканской Центральной избирательной комиссией. И сейчас возникает вопрос, потому что, назначив выборы, в Гагаузии должен быть сформирован Центральная избирательная комиссия, которая будет администрировать эти выборы. Теперь как бы уже даже другой вопрос, то ли постоянно действующий, то ли временный, но этот орган в любом случае должен быть сформирован. Если идти по тем положениям закона, которые есть после расформирования постоянно действующего ЦИКа, то мы понимаем, что должно быть по формуле избрания ЦИКа, то есть судебные инстанции должны предложить 3, исполнительный комитет и Народное собрание. Плюс для этого нужно время, потому что должен пройти какой-то конкурс, были отобраны кандидаты, которые будут предложены, и, в общем-то, и есть определенные законом установленные нормы, в том числе по организации выборов. Но сегодня мы видим, что Народное собрание даже не обсуждает вопрос формирования Центральной избирательной комиссии. Отсутствие ЦИКа в любом случае будет вопросом по назначению даты выборов. Или я не так понимаю нынешнюю ситуацию? Вы правильно подметили. Если не пройдет вопрос, связанный с датой выборов, да, скорее всего попытаются растянуть, да, срок полномочий за счет блокирования вопроса формирования избирательных органов Гагаузии. Понятное дело, что избирательный, так скажем, процесс — это сложный процесс, вы правильно подметили. Кроме даты, там еще очень много вопросов, тем более на территории Гагаузии нету ни временного, ни постоянно действующего избирательного органа. Те депутаты, которые захотят продлить срок полномочий, у них есть несколько вопросов, которые они могут блокировать, и я не исключаю, что будут использованы все вот эти, да, моменты, и срок полномочий, скорее всего, будет продлен. И я не исключаю тот факт, что даже весной выборы в Народное собрание не будут проведены, потому что не будет сформирован избирательный Игорь, орган. вот, но что касается вопроса с Центральной избирательной комиссией, потому что вот если идти по процедуре, которая есть сейчас, то, как я и говорил, что 3 должны предложить судебные инстанции. После определенной реформы в Гагаузии есть апелляционная палата, но административно она относится к апелляционной палате в Кагуле, Юг, которая, в общем-то, не входит, в принципе, территориально в состав Гагаузии. Здесь возникнет вопрос, кто теперь должен представлять этих кандидатов, какие судьи. Раньше это номинально как бы представлялось, что это апелляционная палата в Камрате, и плюс как бы номинально, что есть собрание судей, которые выдвигают кандидатов. Как должен произойти сейчас этот процесс? И опять же вернемся, что эту инициативу продвигал Дмитрий Константинов. Как должно быть сейчас пройти, допустим, даже представление 3 представителей ЦИКа от судебных инстанций?
Если будут брать во внимание апелляционный округ, да, в действительности после судебной реформы были сформированы 3 округа: апелляционная палата Юг, апелляционная палата Центр, апелляционная палата Север. На самом деле апелляционная палата, да, Камрад, является, так скажем, офисом апелляционной палаты Юг. Будут, да, вопросы. Не исключено, что если будут представлять судьи апелляционной палаты, то будут представлять судьи апелляционной палаты Кахул в том числе. Если будут представлять судьи судебных инстанций, в частности судебной инстанции, которые находятся в Камрате, то это будут судьи суда Камрат. Окей, но ведь суть в чем же, что в законодательстве Гагаузии нет понятия апелляционная палата Юг. Там конкретно речь идет об апелляционной палате в Камрате. И здесь возникает вопрос, если юридически такого органа нет, то каким образом должен произойти этот процесс? Плюс, насколько я знаю, что решение о расформировании Центрального окружного совета, потому что в Гагаузии он назывался Центральная избирательная комиссия, но после изменений, которые вступили в силу с января, по-моему, прошлого года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии вошла в состав избирательных органов Республики Молдова и называлась Центральный избирательный совет. То есть теперь вот эти изменения обжалованы в суде. И вот с юридической точки зрения, что может произойти, к примеру, даже если Народное собрание утвердит временный ЦИК, который займется организацией выборов, и мы получим решение суда, которое признает эти поправки незаконными, и, в общем-то, статус Центрального избирательного совета с полномочиями организовывать выборы в Народное собрание окажется вновь действующим. Что может произойти с правовой точки зрения в таких условиях? Да, с учетом того, что имеются определенные пробелы в законодательстве Гагаузии, с учетом того, что есть определенные споры, судебные споры в части формирования избирательных органов, не исключено, да, не исключено, что выборы попытаются организовать и депутаты Народного собрания Гагаузии. Не исключено, что если суд аннулирует соответствующее положение, выборы будут организованы Центральной избирательной комиссией Республики Молдова в лице избирательного совета Гагаузии. Не исключено. Вот, то есть может быть опасно сложиться такая ситуация, что в итоге может быть параллельно 2 избирательных процесса и 2 состава Народного собрания? Или как? То есть как это может получиться на практике? На практике получится так, что будут судиться. На практике, к большому сожалению, судьи возьмут на себя вот определенную ответственность для принятия соответствующего решения. Как это делается, если не могут исполнительная власть и Народное собрание, допустим, там договориться, как правило, идут куда? В суд. Не исключено, что будут инициированы судебные процессы, не исключено, что будут проведены одни выборы, и они будут аннулированы, потому что в нарушении, допустим, будут проведены избирательного законодательства Республики Молдова, и потом будут проведены другие выборы уже с избирательными органами в соответствии с законодательством Молдовы. Вот для того, чтобы не было вот таких казусов, изначально, когда проводится определенная правовая реформа, в том числе и в АТО Гагаузии, не надо выполнять топорную работу. Лишь бы давайте ликвидируем орган, потому что он нам не нравится, да, Центральный избирательный орган. Давайте ликвидируем вот это агентство, потому что там кто-то нам не нравится и тому подобное. А потом, когда приходится решать определенные вопросы, естественно, нам не с кем решать эти вопросы. Вот в Гагаузии вот эта ситуация сложилась не потому, что там Кишинев виноват, а потому что мы сами виноваты. Когда в свое время решили расформировать Центральную избирательную комиссию Гагаузии, они не думали о последствиях. И я не исключаю тот факт, что истинная мотивация вот расформирования вот этого органа была связана с продлением срока полномочий. Я не исключаю тот момент, что кому-то понравятся вот эти судебные процессы, потому что если не будет сформирован новый состав Народного собрания, депутаты будут выполнять свои полномочия. И не исключено, что мы выберем Народное собрание не в 2026 году, а в 2027 и так далее. Игорь, здесь есть один нюанс, вот если можете объяснить с точки зрения права. Мы можем получить ситуацию, когда выборы будут организованы временным ЦИКом и получить, ну, после выборов, например, решение суда, которое отменит как незаконные изменения и признает, что окружной избирательный совет
был расформирован незаконно. Может ли тогда это означать, что выборы в Народное собрание будут не признаваться республиканскими властями? Какой последует с точки зрения права, с точки зрения права, какие будут последствия? Потому что здесь вопрос, да, я понимаю, что права есть... будут судиться, с точки зрения права будут судиться. И не исключено, что прерогативы будут отдаваться законодательству Республики Молдова. Не исключено. Потому что здесь принцип, например, того, что не имеет обратной силы, например, закон, ну, наверное, не совсем немного неприменим по одной простой причине, потому что речь идет о разных законодательных моментах, потому что одно дело восстановить незаконность расформирования постоянно действующего ЦИКа и организацию выборов, как бы немного разные вещи. То есть, что здесь, может ли здесь работать принцип, что не имеет обратной силы? Виталий, еще раз повторюсь, с точки зрения закона, будут судебные процессы, и не исключено, что будет браться во внимание законодательство Республики Молдова. С точки зрения политики, вот депутаты Народного собрания Гагаузии должны были изначально задуматься, да, вот когда вносили соответствующие изменения, когда расформировали избирательный орган, должны были задуматься, а смогут ли они организовывать в дальнейшем эти выборы. Получится так, что опять будут вопросы, что вот Кишинев, да, украл полномочия и тому подобное. Но на самом деле, если Народное собрание не будет в состоянии организовывать и проводить эти выборы в соответствии с законодательством АТО Гагаузии, выборы будут организованы и проведены в соответствии с избирательным законодательством Республики Молдова. И тогда, конечно же, будут вопросы, связанные с противоречием, потому что тот же самый закон об особо-правовом статусе АТО, закон Республики Молдова об особо-правовом статусе Гагаузии, отдает приоритет Народному собранию в части организации и проведения тех же самых выборов. И это логично. Вот что касается политической автономии, Народное собрание организовывает, и Народное собрание, в принципе, формирует соответствующие избирательные органы. Но учитывая вот эту кризисную ситуацию, которая создалась руками тех же самых депутатов Народного собрания Гагаузии, я не исключаю, что будут попытки того же самого Кишинева урегулировать эти вопросы. Я не исключаю, что Кишинев попытается вмешаться в этот избирательный процесс не с негативной точки зрения. Не исключено, что захотят упорядочить определенные отношения. Но понятное дело, что нашим людям будут объяснять, что вот Кишинев ворует полномочия, естественно, будут говорить о том, что вот нас лишают в том числе и политической автономии. До сих пор выборы на территории АТО Гагаузии и выборы Башкана Гагаузии и выборы в Народное собрание Гагаузии осуществлялось в соответствии с законодательством АТО Гагаузии и в соответствии с процедурой, которая организовывалась избирательным органом АТО Гагаузии. Сегодня мы убрали избирательный орган АТО Гагаузии, который функционировал на постоянной основе, с учетом того, что нету постоянно действующего, понятное дело, органа АТО Гагаузии, избирательного органа, будет избирательный орган, который будет осуществлять свои функции в соответствии с законодательством Республики Молдова избирательным. Игорь, еще одна важная тема, на мой взгляд, это то, что на минувшей неделе Гагаузская народная партия, которую объявили об ее учреждении в Камрате, лидером которой был избран Николай Дудогло, подала документы на регистрацию. Давайте посмотрим, как бы, чем они планируют заниматься, если пройдут процесс регистрации. И обсудим, насколько сегодня партии, которые имеют в своем названии и в приоритете национальные моменты, национальную политику, могут быть в Молдове успешны. Мы создаем эту партию и открыто говорим, что мы будем работать на территории Гагаузии. Вот 3 района Гагаузии, здесь мы будем работать. Дополнительно у нас есть община в Кишиневе, у нас есть очень много наших земляков, гагаузов, выходцев с Гагаузии, Приднестровья, за рубежом, значит, и в России, и в Турции, и на Западе, где мы откроем свои офисы для того, чтобы, значит, везде изучить обстановку. И каждый человек, каждый гагауз должен знать, что есть эта партия, и мы будем знать, что есть.
Когда приходят парламентские выборы, президентские выборы, естественно, что мы проведем такой большой анализ и изучим, сколько всего есть гагаузов в мире. Естественно, что это даст возможность, работая вот именно в таком умеренном национализме и больше именно патриотизмом, чтобы все эти люди нас поддерживали. Но хочу сказать сразу открыто, что у нас идет сегодня работа не только из-за власти в руководстве Республики Молдова, да, парламентской или президентской. У нас сегодня ставится очень большая цель, что именно будущая эта партия, которая защитит Гагаузию, вернет полноту власти Гагаузии, что мы решали все вопросы, это говорит о том, что борьба за власть Гагаузии. Что у нас, например, даже в этом году выборы парламентские и тут же через пару месяцев выборы Народного собрания. Ну, а Народное собрание, я так скажу, что орган Народного собрания, это является конкретно властью Гагаузии. Поэтому, естественно, что создаваясь гагаузская партия, она сразу начнет участвовать в жизни региона. Мы будем участвовать во всех 35 округах Гагаузии, где выставляют своих сторонников, для того, чтобы буквально до зимы наши представители уже были в власти Гагаузии, чтобы мы могли влиять. А я скажу, что наша команда, скажу некоторые цели, основные наши цели. В первую очередь, это, потому что очень много разговоров на эту тему, идет потеря гагаузского языка. Без языка мы не народ, поэтому мы усилим работу над изучением гагаузского языка. Это и наши дошкольные учреждения, и школьные учреждения. Это обязательно проведением курса для того, чтобы мы не могли потерять. Мы должны дальше, наоборот, изучать, продвигать гагаузский язык. Обязательно, это касается и нашей культуры, это касается наших традиций. То есть мы сильны тем, что Гагаузия сегодня имеет свою самобытность, имеет свою историю. И вот это мы никогда не должны забывать. И включая, значит, борьбу, именно создавая партию, которая всех объединит, это даст возможность, что мы могли интегрироваться и в руководство Республики Молдова. Изучая гагаузский язык, автоматически рядышком мы должны понимать, что мы должны изучать и государственный язык. Да, русский язык у нас язык общения, он должен остаться навсегда, но мы должны акцентировать сейчас внимание на гагаузском языке и на государственном, для того, чтобы вся наша молодежь могла в дальнейшем интегрироваться в молдавское общество, в руководство и, естественно, что в дальнейшем помогать своей маленькой родине Гагаузии. Вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале Лав МД. И сегодня мы с Игорем Минак обсуждаем основные политические события минувшей недели в Гагаузии. Игорь, вот партия, Гагаузская народная партия подала во вторник документы на регистрацию. В общем, мы увидим сам процесс, как это будет происходить, и будут ли претензии у агентства публичных услуг, которое осуществляет регистрацию. Но с точки зрения политтехнологии, политологии и юриспруденции, насколько, на ваш взгляд, эта политическая партия может быть представлена, допустим, в политическом поле Республики Молдова? Но с Гагаузией понятно, потому что, хотя как бы есть тоже очень много нюансов. Например, вот Николай Дудоглу, будучи у нас в студии, говорил о том, что они планируют открывать представительство партии в Германии, там есть мысли о том, чтобы открыть в Чехии. И здесь вопрос, понятно, что регистрируется партия в АПС как и будет национальная, в то же время в названии имеет, что это Гагаузская народная партия. И это тоже создает вполне достаточно интересный прецедент, потому что если партия будет осуществлять свою политическую деятельность на территории Гагаузии, будет ли она участвовать в политических процессах Республики Молдова, да? Потому что до сих пор выборы, которые организуются в Гагаузии, имеют в виду Народное собрание Башкана Гагаузии, эти выборы не организуются за пределами страны, потому что это не национальные выборы. Соответственно, гагаузы, которые выехали, не голосуют на этих выборах. Сейчас мы в данной ситуации можем получить достаточно интересную ситуацию, что если регистрируется такая партия, открывает представительство за границей, они могут осуществлять в том числе и агитацию на национальных выборах, даже не участвуя в самом активном политическом процессе. И могут как бы просить там гагаузов голосовать, допустим, там каким-либо другим образом, например, как бы за какую-то партию или за какого-то конкретного кандидата. На ваш взгляд, какой это может создать прецедент?
Ну, с юридической точки зрения граждане имеют право объединяться в политические партии. Граждане, которые проживают на территории Гагаузии, являются гражданами Молдовы, им тоже гарантируются эти конституционные права. Что касается идеи создания Гагаузской народной партии, идея может быть и неплохая, сама идея. Но вот что касается возможностей участия в той же самой политической жизни Республики Молдова, то я думаю, что маловероятно. По одной простой причине. Не в обиду будет сказано, но не сможем мы иметь абсолютное большинство по какому-то вопросу. Даже пускай будет политический вопрос. Поляризация в любом случае будет иметь место. Республиканские партии, которые осуществляют свою деятельность на территории этого Гагаузии в избирательном поле, они никуда не уйдут. Они тоже будут участвовать на тех же самых выборах, они тоже будут работать с электоратом. И даже если очень сильно постараться, я думаю, что пройти соответствующий барьер, который установлен для республиканских партий в парламент Республики Молдова, будет очень и очень сложно. То, что хотят использовать возможности диаспоры, хотя мы возмущались, почему диаспора голосует, но при этом, когда нужны голоса, да, мы не стесняемся там обращаться к той же самой диаспоре, потому что они точно так же граждане Республики Молдова и имеют право избирать и быть избранным. Да, вопросов нету, как бы могут обращаться в том числе и к диаспоре, но при этом, даже если мы соберем всех гагаузов и 100%, даже если мы проголосуем, то в процентном соотношении тоже есть как бы определенные вопросы. Если эта партия будет участвовать в политической жизни Гагаузии, то да, есть возможность попасть и в народное собрание, есть возможность участвовать в тех же самых местных выборах, то здесь проще как бы. Но при этом хочу сказать, что поляризация была, есть и будет не только в АТО Гагаузии, но и в Республике Молдова. Понятное дело, что кому-то нравится аграрная политика, да, или он участвует в аграрной политике, он будет голосовать за аграрную партию. Кого-то беспокоит экология, он будет голосовать за экологическую партию. Кого-то интересуют другие вопросы, будут голосовать за другую партию. То есть политический плюрализм — это тоже важный как бы принцип для любого демократического государства. Ну, я могу всего лишь пожелать удачи в этом нелегком деле, но при этом хочу сказать, что в Гагаузии люди немножечко подустали от этих выборов, от так называемой политики, и будет сложно работать с людьми, потому что если брать во внимание территорию Гагаузии, у нас практически каждый год выборы. Либо республиканские, либо местные, либо региональные. И я не исключаю тот факт, что будет сложно работать, даже имея такое интересное название на территории Гагаузии. Но, как говорится, вперед и ни шагу назад. Я благодарю вас за то, что вы сегодня приняли наше приглашение. Надеюсь, что, может быть, наши с вами там мысли и комментарии помогут некоторым людям, живущим в Гагаузии, интересующимся вопросами, происходящими в Гагаузии, попытаться разобраться в тех политических процессах, которые происходят в автономии. Напомню, что вы смотрели программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Доктором права, председателем общественной ассоциации «Выбор и альтернатива для Гагаузии» обсуждали вопросы даты назначения выборов депутатов Народного собрания, возможные последствия от того, что был расформирован постоянно действующий центральный избирательный орган Гагаузии, и как могут и какие риски это может нести после организации выборов. И говорили о том, каковы перспективы партии, которая была учреждена в Гагаузии. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий.